9 команд разных организаций и предприемств района собрались в оздоровленчем лагере «Иволга». Теоретичные и практичные виды по самых разных питаниях громадянской обороны и медицинской допомоги яны демонстрировали суддям на минулым тыдні. Территория летника на день стала зоной экстремальных деяний, а звычайные представники рабочих коллективов переквалифицировались в санитаров и выратовальников. Цель этого мероприятия – это проверить готовность медицинских формирований гражданской обороны организаций города к оказанию первой помощи пострадавшему населению при чрезвычайных ситуациях как в мирное, так и в военное время. Конечно, хотелось бы, чтобы это была только теоретическая подготовка, чтобы на практике у нас этого не случилось, но готовность населения, знания, как оказать первую помощь при различных видах поражения, мы должны уметь и знать, и, соответственно, правильно это оказать. Кожная команда проходила 5 этапов. Проверка рыштунка и умение користаться сродками индивидуальной аховы, работа у комбинованным, химичным и бактериологичным очагах, проверка теоретичных видов по основах медицины. И на завершение спаборництва конкурс мастацкой самодеятельности. Судьи не только наличивали баллы со знаком плюс и штрафные, але и за перемогу на каждом этапе премировали мощнейших. Команда Вилли Смит прошла уже первый инфекционный этап. Прошли хорошо, без штрафных баллов. Значит, готовимся пройти уже химический этап. И этап сложный для нас, но мы готовились в течение года, поэтому надеемся на успех. Эти соревнования нужны для оказания первой медицинской помощи как в военное время, так и в особый период. На нашем предприятии и на других здравоопасных предприятиях такие формирования необходимы, чтобы оказывать первую медицинскую помощь, эвакуировать людей и всячески вести просветительную работу. За советским часом большасць выпускников вышэйшых установ атрымлівала веды по розных разделах громадянской обороны и медицины, адпаведнае пасведчанне и военный билет. Могу засведчыць, что не все, але многое из лекций и практычных занятков у жыцці лишним не оказалася. А что тычыцца сённяшняй моладзі, то команды рыхтаваліся да спаборніцтваў под кіраўніцтвам медыкаў центральной районной больницы и выратавальнікаў. И на каждом этапе судьи выступали не только как экзаменаторы, але и как педагоги, стараючись дать максимум конкретных практичных порад по каждому питанню билета. Умение дзейнічаць хутка и правильно в любой экстренной ситуации и оказать первую допомогу до приезда хуткай, калі лік ідзе на хвилины, сапраўды можа некому выратаваць жыццё. Поражение в химическом очаге достаточно интересная тема и может быть как чрезвычайная ситуация, так и просто личное отравление. Степень подготовки команд, конечно же, разная, но общая тенденция хорошая. Хочется думать, что если случится какая чрезвычайная ситуация, то город наш будет в безопасности, быстро получена квалифицированная помощь. Насчет квалифицированной точно, а первичная медицинская помощь, ребята знают ее хорошо. Представляць наш район на абласным конкурсе будзе каманда сандружыны з камбіната хлебапрадуктаў. У тройку лепшых увайшлі прадстаўнікі прадпрыемства электрасетак і завода металлоканструкцый. А самымі артыстычнымі аказаліся работнікі з Вилли Смит. Яны перамаглі ў конкурсе мастацкай самадзейнасці, за што таксама былі заахвочаны судзейскай брыгадай. Алла Маркелова, Иван Бялков, МКТВ.